Руслан, дворник Юра из Уфы стал почетным гостем на премии GQ. Такой счастливый, такие красивые фоточки в Инстаграме постил. Ну, прогремел на всю страну, да. Слушай, ну вот право на минуту славы имеет каждый. Но случай с дворником Юрой, он особенный, как и он сам. Потому что он человек с так называемыми вот этими ментальными нарушениями. И, к сожалению, многие непорядочные люди в его жизни, которые окружались, часто пользовались этим. Руслан, ну вот чем не повод поговорить в студии о проблемах людей с ментальными нарушениями? Ведь зачастую вообще этих людей тяжело вычислить среди здоровых. Не отличишь. Да, на самом деле у Юры не самая плохая ситуация, да, он может общаться, а у многих подобных, да, серьезные проблемы и с коммуникацией, и с социализацией. Многие не могут даже в очереди обычно находиться и обслуживать сами себя не могут. Да. И давай сначала посмотрим репортаж нашего коллеги Эмилии Зиендирова о том, как этим людям живется среди обычных людей, да, и потом обязательно эту тему обсудим. Она очень неудобная, но она очень важна. Давай. Самый известный дворник Уфы, фэшн-модель Юра Ветлугин впервые показывает журналистам квартиру после ремонта. Отмечает, все люди помогли. Дизайн сделала подруга, отделочные работы, как благотворительные, провела строительная компания. Жизнь изменилась. Стал брендовым человечком. Вот. И то, что люди, с которыми я общаюсь, мне многие знают, многие видят. Многие фотографируются, даже хотя я сегодня был на работе, хожу там, мусор собираю, раз меня посигналят, а может с вами просто сфотографироваться? Я говорю, ну пока бесплатно можно, конечно. Юре сегодня 42, и Нина Мироновна этим летом обнаружила в нем еще один талант – педагогический. Обещает помочь ему его развить. У меня родилась идея проекта про то, чтобы делать такую какую-то программу, лагерь для пограничных детей, которые не имеют инвалидность, но у которых есть какие-то проблемы. И чтобы там вожатыми или помощниками воспитателя, как минимум, были вот такие, как Юра. Неизвестно, как бы сложилась судьба Юрия, детдомовского мальчика с 3-й группой ментальной инвалидности, если бы не многолетняя дружба с семьей Филипповых. Сначала баба Аня помогла выбить жилье, потом ее дочери спасали Юру из плена мошенников. И вот уже фотограф Роман Филиппов, 3-е поколение семьи, сделал Юру звездой. Боже мой, сейчас вот этот взрыв популярности, а что будет, когда волна спадет? Он же очень позитивный человек сам по себе. И поэтому, когда он собирал вот эти жестяные банки, макулатуру и покупал себе там еду на эти деньги, ему это было здорово. Это было прям хорошо. Это же надо, как замечательно, что он это сделал. А сейчас вот этот период, и тоже, хорошо, здорово, как замечательно, что это есть. Кто станет семьей 34-летнего Кирилла, вопрос пока открытый. У него тяжелая форма аутизма. Его опекала мама Рита Стрельцова, основательница общественной организации «Аленький цветочек». Она умерла несколько недель назад. Сейчас с ним живет сотрудник центра. Он с ним постоянно находится, и его оставить одного можно там на час, например, на полтора, там выйти в магазин. Но он не самостоятельный. Любой человек с ментальными нарушениями может оказаться на месте Кирилла, лишиться семьи. Далеко не всегда находятся родственники, готовые следить за такими людьми. А к будням и распорядку интерната дети, привыкшие к жизни в семье, могут приспособиться очень редко. Ты привык к домашней атмосфере, у тебя своя комната, там, какие-то свои занятия, тебя там все любят заботиться, и тут бац, ты попадаешь в интернат, где ничего своего нет. Все казенное, и ходишь строем. Конечно, это тяжелая ситуация. Центр «Аленький цветочек» помогает родителям детей-аутистов в любом возрасте. Через рисование, музыку и творчество здесь стараются поддержать людей с ментальными нарушениями, создавая вокруг них семейную обстановку. В то же время воспитатели понимают, что полностью заменить тепло и любовь родных невозможно. В российском менталитете к проблемам ментального здоровья принято относиться как к чему-то постыдному и непонятному. Их стесняются и стараются спрятать с глаз долой. Взгляды в обществе меняются долго. Например, все еще тяжело добиться обучения детей с синдромом Дауна или аутизмом в общеобразовательных школах. И не все ПНИ, психоневрологические интернаты, максимально благожелательны к своим подопечным. Это когда доступная среда не про деньги, хотя они, безусловно, важны и нужны, а про сочувствие и человечность.
Как родственники ментальных инвалидов каждый день преодолевают равнодушие окружающих и доказывают, что так называемые люди дождя прежде всего люди. Почему реформа специальных учреждений для проживания людей с особенностями развития – это в первую очередь реформа в головах? И почему это касается каждого? Обсудим неудобные, неприятные, но от этого не менее важные вопросы сегодня в программе «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Ленара Иванова, министр труда, семьи и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Тагир Гизатуллин, главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы, доктор медицинских наук. И Людмила Сахапова, руководитель общественной организации «Содействие», мама уже взрослой девушки с синдромом Дауна. Она сама разрешила так ее называть. Конечно. Здравствуйте, уважаемые гости. Ленара Хакимовна, начнем с вас. Как в целом у нас в республике обстоят дела с инвалидами с ментальным расстройством? А у нас ежегодно, вот сейчас у нас 18 111 детей-инвалидов, и количество, точнее доля детей с именно психическими и нервными расстройствами дошла уже практически до 50%, там 48%. Я не говорю, что они все будущие клиенты ПНИ. Нет, там разные расстройства. Там есть, как правило, это множественные расстройства. То есть ДЦП сопровождается изменениями. Там бывает иногда органическое поражение головного мозга. Разные. Тут как раз у нас есть специалисты в этом вопросе. На самом деле надо просто эту проблему признать, и нужно думать о том, как с этим жить. Не то, что это становится проблемой, а наоборот, как решать это. Как сделать так, чтобы То есть проблема общество... есть и давно, но почему-то ее предпочитают не замечать. То есть не говорить об этом вслух, она да? только среди специалистов, по большому счету. И когда родитель хочет, действительно, очень много людей, которые хотели бы, чтобы их дети учились в обычной школе, к сожалению, сталкиваются с тем, что родители здоровых детей бывают категорически против, чтобы рядом с ними занимался ребенок с нарушениями, с ментальными нарушениями. То есть общество, к сожалению, не готово. Общество не совсем готово, так скажем. Не созрело еще. Да, не созрело еще. Но в то же время я хочу сказать, что мы на наших глазах вот за последние 5 лет происходит такое количество изменений, так все происходит стремительно. В лучшую сторону? В лучшую сторону. И я очень благодарна таким людям, как Людмила Сахапова, которые занимаются этим, во-первых, профессионально, во-вторых, с таким напором и, ну, я бы сказала, то есть пробивной силой, что открываются разные двери, и решается огромное количество вопросов, и появляются учебно-тренировочные квартиры. Мы говорим сегодня вполне серьезно о сопровождаемом проживании. Но и сами психоневрологические интернаты меняются. Людмила Ивановна, скажите, как изменилось за время вот того, когда вы создали организацию помощи родителям, да, детей с синдромом Дауна? Это же вот больше 10 лет прошло, да? 15 лет. Вот сколько времени, вот за это время, что произошло, как меняется система? Колоссальнейшие изменения. Колоссальнейшие в лучшую сторону. Вообще у меня двойняшки, и моя инклюзия и одновременно социализация, она в одной семье. Сын у меня без диагноза, обычный ребенок и учится в обычной школе. И Насте при рождении диагностировали синдром Дауна. Дело в том, что еще в роддоме мы предложили отказаться от ребенка. И эта практика существует. Какая бы она ни была закрыта или, может быть, постыдна или что-то, по всей стране мы общаемся с родителями всех регионов. Всегда в прошлом были предложения отказаться от ребенка. Ну, в моем случае это было, что я не смогу его воспитать достойно. Вот у вас есть здоровый малыш, живите обычной жизнью. Спасибо моей маме, которая сказала: нет, мы все свое забираем домой, а дальше там посмотрим. И вот через 2 года, когда я познакомилась с активным родительским сообществом, тогда начинались форумы, тогда начинались интересные какие-то сообщества, общались в интернете, мы же уже зашли в интернет. Я посмотрела, как через эти сообщества можно было заглянуть за рубеж, потому что наши мамы, они на форуме показывали такие прекрасные картинки и рассказывали о программах, когда, например, к маме, мама Лена, родился Артем, и живут они в Англии, приходил социальный работник на 2 раза в неделю помочь ей убраться по дому, пока она занимается ребенком. Мне казалось, это фантастика.
Сейчас у нас социальные службы настолько расширили спектр услуг, что, в принципе, у нас есть няни. Спасибо Социальные огромное, няни. социальные няни. Чем общественная организация, работа общественной организации отличается или дополняет работу государственных структур, работу чиновников? Но вы их работу делаете или... Мы не выполняем работу за государство. Мы предлагаем те формы работы, которые государство сейчас пока еще не успевает догнать, потому что у них нет на это законодательного права. То есть, например, услуги сопровождаемого проживания, они сейчас законодательно не закреплены. А из тех форм услуг, которые у нас существуют, мы не можем утащить, например, выбрать. Мы можем, но там нужно, там нужно четко разделить. То есть сейчас, тогда мы можем привлечь другие ресурсы, чтобы попробовать показать эффективность, чтобы можно было сказать, что так бывает, и что это стоит не дороже, чем у государства. И тогда государство может сказать, да, может быть, что-то подкрутить, какие-то слова изменить, что-то сделать. И у нас, получается, государственные ресурсы приходят к нам. Ну, в идеале, да, Тагир, вопрос очень просто сформулировать. Да? Где вот эта вот грань, красная черта, которая отделяет инвалида с ментального здоровья, с ментальным расстройством от психически больного человека? Или это одно и то же? Знаете, не любое расстройство в детстве превращается в болезнь. Я хочу сказать о том, что вот мои коллеги уже обращали внимание, что если обратить на малые признаки проявления каких-то нарушений в детстве, уже в малом возрасте, и обратиться к специалистам, не постесняться, не побояться. Что мы получаем в итоге, Руслан Михайлович? Мы получаем ситуацию, когда в детстве это все умалчивается, скрывается, пройдет, а к определенному возрасту это не проходит, а усугубляется, и уже становится якорной формой поведения или нарушений ментальных, и уже потом превращается в диагноз. Спасибо большое. Один из шагов реформирования психоневрологических интернатов – это обучение его подопечных условно самостоятельной жизни. Как это выглядит, давайте посмотрим в сюжете и обсудим. Нарезать картошку, постирать вещи или помыть посуду – действия для большинства самые обычные. Но для людей с ментальными нарушениями это значительные успехи. И освоить их без посторонней помощи бывает сложно. А что сейчас ты делаешь? Режу лук для супа, чтобы положить в суп. Многие приходят на учебную квартиру совсем без навыков самостоятельности. Педагоги объясняют это тем, что в семьях детям часто не доверяют. Но здесь под присмотром специалистов обучающиеся получают гораздо больше свободы и доверия. Когда мы здесь закрепляем с ними определенные навыки, да, вот элементарно готовить, то есть домой они приходят, родители с ними также. То есть уже не так ложкаются, да, допустим, отойди, я сама быстрее все приготовлю, да, а уже целенаправленно берут кастрюлю, наливают воду, ставят, то есть пытаются что-то самостоятельно делать. Элементарно вот резать. На Саша, в принципе, ножик боялся, да. Теперь он не только боится, он, в принципе, уже режет и спокойно складывает в кипяток. Также он боялся кипятка, открывать крышку кастрюли, боится обжечься, да. Вот эти навыки уже приходят. Давайте у нас останется. Вероника не может сдержать слез, но это слезы радости и благодарности педагогам. На тренировочной квартире молодые люди под присмотром наставников учатся быть самостоятельнее. Вот. Это чай моему любимому педагогу. И вам всем. Заезжают сюда жить сменами по 2 недели. Специалисты центра заранее отсматривают детей и группируют их по 4 человека. Я их компоную в зависимости от сложности диагноза. То есть и по характеру. И когда уже ребенок тяжелый, то есть я его беру в заезд вместе с легкими более детьми. И потом уже этого ребенка можно досмотреть, куда можно, в какой заезд еще попробовать. Помимо освоения бытовых навыков, к жителям учебной квартиры регулярно приходит дефектолог. Занятия подбираются индивидуально под каждого жильца, в зависимости от конкретных нарушений. Это будет сердечко. Да. Помоги забрать частички. Где у нас? Когда особенным людям доверяют, они становятся самостоятельнее. А это уже серьезная помощь их близким в и без того непростом бытовом плане. Важнейшую роль здесь играет позиция государства. Безусловно. Потому что мы понимаем, что люди с особенностями развития, особенно дети, по большому счету никому, кроме своих родных, мамы, да, и кроме государства, которое по долгу своему обязано о них заботиться, они по большому счету никому не нужны. Мы много в последнее время говорим, вы говорите о реформе ПНИ интернатов. Да?
В чем это заключается, эта реформа? Это первый вопрос. Второй вопрос. Надо ли понимать, что в последнее время государственная политика в этой сфере направлена на то, чтобы попытаться максимально социально адаптировать таких людей? Вот так. Однозначно, именно на это она направлена, но главный наш тренд сейчас – это так называемое стационарозамещение. То есть сделать все, чтобы максимальное количество людей жило у себя дома. То есть это развивать... Не в интернате? Не в интернате, да. То есть развивать надомную службу. Дело в том, что, вот, к сожалению, я вынуждена признать, что у нас опять появилась очередь в ПНИ. То есть в какой-то момент, открыв новые на 120 мест в Кугарчинском районе учреждения, мы как бы закрыли очередь. А сейчас у нас опять порядка 100 человек, даже больше, которые, вот, ну, их родственники вот, в каждый день вот этот испытывают как бы стресс, как сказать, и им нужно просто быстрее как бы этот вопрос решить, и у нас потребность в местах. И получается, что наша задача сделать так, чтобы такие организации, как «Содействие», «Аленький цветочек», который работает с аутистами, у нас, если честно, у нас прям огромный спектр очень хороших, толковых, профессиональных НКО, которые работают с этой темой, и каждая свою нишу такую конкретную имеет. И не только они, но и мы работали с тем, чтобы у нас открывались центры дневной полезной занятости. Но если уж они туда попадают, то как раз, вот, отвечая на вопрос Руслана, значит, по поводу реформы ПНИ, мы действительно... Вот, в чем она заключается? Да? Она заключается в том, чтобы создать другое качество жизни. Вот с учетом человеческого достоинства, если вот так вот такими, ну, как бы глобальными фразами говорить, это значит право на, на личную жизнь, на уединение, право на разговор со своим родственником. У нас появляются теперь социальные гостиницы, когда родственники приезжают, и люди могут просто вместе отдельно побыть. Мы даем людям отпуска, люди уезжают домой, как бы отдохнуть. Я бы это назвал как гуманизация. Это гуманизация. Вот в чистом виде гуманизация, да. Давайте посмотрим в корень. Да? У нас очень много всегда желающих посмотреть в корень. Что государству выгоднее? Содержать отдельно взятого человека с ментальным расстройством в интернате пожизненно, либо попытаться обеспечить ему социальную адаптацию и дать ему возможность жить дома. Вот здесь совпали две цели. И гуманная цель, цель гуманизации, и экономическая. В данном случае как бы... Экономия есть. Экономия однозначно есть. Для государства выгоднее не содержать в ПНИ. То есть в ПНИ это самый дорогой вариант. Условно говоря, есть Форест Гамп, есть, условно говоря, Человек дождя, ну, есть вот человек с синдромом Дауна. Есть если по деньгам. На самом деле, на первом этапе внедрение сопровождаемого проживания – это для государства дорогое удовольствие. На первом этапе, потому что в это время и интернаты тоже Интернат работает, его надо содержать, да. И здесь надо выстроить новую систему. Как она должна выглядеть, эта система? Нужно купить эти квартиры и раздать их нуждающимся? Как это должно в идеале выглядеть? Первая и главная история – это жилье. Вообще было бы здорово, например, если по государству была некая арендная, социальная аренда жилья, например, да? И наши ребята, у которых есть не такая тяжелая форма ментальной инвалидности, где они могли бы передвигаться, при сопровождении жить самостоятельно и выполнять какие-то операции тоже самостоятельно, они бы жили малыми группами. Ведь не так, чтобы один на один квартиру раздать, да? Вы знаете, Людмила, небольшая Ленара, тут сразу возникает момент риска. И мы часто это видим в жизни, потому что, к сожалению, очень много желающих, непорядочных людей поживиться за счет особенных людей. Потому что у них ограниченная дееспособность, они не умеют обращаться ни с деньгами, ни жить вот в наших реалиях. Это же опасно. Поэтому нельзя выдавать отдельно один квартиру человеку с ментальной инвалидностью. Поэтому и называется. Но это же не квартиру-дом. Ее могут действительно Они же не всегда слушаются. Ну, подождите, вот посмотрим на историю То есть, Юры. как я понимаю, чтобы у них были ограниченные права на снимаемое какое-то, предоставляемое жилье, да? Это жилье, оно не должно быть в собственности. Это жилье должно быть у государства, которое может предоставить для определенной формы сопровождаемого проживания. Спасибо. Мы обязательно продолжим
продолжим наш разговор. Мы вернемся сразу после небольшой рекламной паузы. Руслан, мы сейчас в общем поговорили о проблеме и о трудоустройстве, да, но хочется посмотреть, как живут люди в психоневрологических интернатах. Это же вот как раз самое сложное. Слушай, интернат, да, на самом деле, да, это, конечно, не колония, ни в коем случае, не тюрьма, но это режимное учреждение со своим порядком и расписанием. Туда даже вот в съемочной группе просто так не попасть. И, конечно, заглянуть туда, что там за забором происходит, это очень важно и очень интересно. И после этого, могут ли они после интерната выйти в обычную жизнь? Да, можно ли как в дикую природу. Да. Смотрите во второй части программы. Я ж вот это вот плачу от скуки дома, мысли всякие там не очень такие идут. Мне не нравится, я никуда не уезжал, ни в какой интернат мне больше не нравится. Бояться-то абсолютно нечего. Здесь же нет агрессии совершенно. В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем не самую удобную и приятную тему – проблемы людей с ментальными нарушениями и насколько можно их адаптировать в обычном обществе. 2 года назад, летом 2019 года, общественный деятель Нюта Федермейстер выступила на Совете по правам человека при президенте России с жесткой критикой в адрес многих российских ПНИ, с требованием быть человечными с людьми с тяжелыми психическими нарушениями. Какие условия в психоневрологических интернатах сегодня в Башкирии? Посмотрим репортаж, обсудим. Песнями Радимира заслушиваются и его товарищи, и персонал Благовещенского психоневрологического интерната. Мужчина живет здесь уже более 10 лет. Учреждение он воспринимает не иначе, как собственный дом. На будущий год будет 16 лет, как я здесь уже. И мне не нравится, я никуда не уезжал, ни в какой интернат мне больше не нравится. Самый лучший наш Благовещенский. На сегодняшний день в интернате больше 300 совершеннолетних проживающих всех возрастов и с самыми разными историями. Здесь живут престарелые, инвалиды и люди с ментальными нарушениями. Кто-то остался совсем один, за некоторыми не могут ухаживать родственники, а другим нужна специализированная помощь. В основном у нас проживают инвалиды первой и второй группы, есть инвалиды третьей группы. То есть кто-то совсем не может ходить, либо находится в коляске, кто-то достаточно мобильный, адаптированный. Совершенно разные они у нас, и каждому нужно найти свой подход. Многие жители интерната имеют возможность заниматься любимыми делами. Василий даже официально трудоустроен садовником. Именно он каждый день следит за деревьями, кустарниками и газонами на большой территории учреждения. А Ренат уже более 12 лет разводит здесь кроликов. Заработаешь, это наоборот человеку нравится, это труд его. Ему самому нравится. Сколько сил есть у человека, он будет работать. Некоторые ментальные нарушения не мешают выполнять даже относительно сложную работу. Плетеные из прутьев корзины делают сами проживающие в интернате. Их подготовили как подарки ко Дню учителя, ведь некоторые из воспитанников в этом году стали обучающимися, осваивающими образовательные программы. В интернат к ним приезжают учителя. 12 человек с этого года начали получать школьное образование. К ним приезжают 12 учителей. Наши мальчики такие прекрасные корзиночки в подарок для своих учителей подготовили. В программах нет точных наук, только основы грамотности и самостоятельности. Есть и те, кто получает профессиональное образование. Сразу 4 воспитанника Благовещенского ПНИ готовятся стать кухонными работниками. У нас 12 получателей социальных услуг получают дошкольное образование в 6-й школе. И в многопрофильном колледже 4 человека обучаются на профессию кухонный рабочий. А что за история? Почему их нужно учить снова грамоте? Потому что мы заинтересовались вообще, как бы, ну, это надо отметить, что еще и федеральная история. Вообще тема образовательного статуса проживающих в интернатах, ну, как бы, была проанализирована, и выяснилось, что у нас есть люди, которые просто неграмотные. Неграмотные. Да. Вот по-русски говоря, они просто неграмотны, они не умеют читать. То есть их родители, пока читать, вот писать были рядышком, они не занимались их образованием? Либо не было родителей. Было упущено, может быть, не было родителей. Если бы не было родителей, они бы в детских домах бы все равно занимались или нет? Раньше тоже была такая история, что кстати, ставили статус необучаемый. И тогда этот статус позволяет не заниматься этим ребенком, поскольку все равно считалось, что бесполезно его обучать. А сейчас нет такого понятия. А сейчас нет такого понятия. Вообще исключен полностью из закона об образовании этот статус. И выясняется, что можно обучить? Можно обучить. И можно даже хотя бы дать базовые навыки.
Вы как считаете, хорошая идея отправить их в свободное плавание, жить, вот, допустим, в этих квартирах? Ответ на ваш вопрос я разделю на две части. Первое, знаете, я должен обратить внимание всех на то, что как вы сказали, выпуская этих людей в свободное плавание, и Руслан уже говорил об этом, существует множество угроз для этих людей. И даже к этим угрозам необходимо подготовить этих людей, пациентов или получателей социальных услуг, по-разному их можно называть, на разном этапе. Вторая половина ответа, знаете, говорит о том, что у нас существует в республике преемственность. У нас сопровождаемое проживание происходит в республиканской клинической психиатрической больнице в условиях общежития. Мы подбираем из числа пациентов тех, которые способны к труду, которые хотят осуществлять какой-то труд, мы принимаем их на работу, они осуществляют работу в условиях нашей больницы. При изменении психического состояния они получают медицинскую помощь. То есть это возможно. Сразу возникает следующий вопрос. Занятость. Чем будут заниматься эти люди? Возможно ли их устройство на работу? В принципе, Есть да? ли желающие работодатели? Есть ли желающие работодатели? Чем они могут заниматься? То есть это же лучший способ адаптировать человека. Он должен чем-то заниматься. Можно я начну ответ на этот вопрос и начну его с конкретного примера? Вот в нашей больнице работает один человек, я даже не назову его пациент. Он прошел весь путь от лечения, он имеет установленный диагноз. Но, ко всему прочему, он чемпион Амбиолимпикса по одной из компетенций. Да, по клинингу. Это World Skills, который среди инвалидов. Среди людей с безграничными возможностями. Вот. Он чемпион республики по Обилимпиксу. Он работает в больнице очень успешно, и даже больше того, у него есть особая функция, он ухаживает и разводит страусов. Тагир, вам легко сказать, у вас сразу тут рядышком специалисты, которые в случае чего, какого-то обострения могут помочь этому человеку. Потому что да? внутри периметра. Это и, Алсу, и есть ответ на ваш вопрос. Можно ли отправить в свободное плавание? Оно уж не такое уж и свободное. Внутри периметра клиники, да? Да, но вот сейчас давайте поговорим все-таки о тех... Все-таки, как бы, если, как и говорится, о понятиях, то сопровождаемым проживанием на территории больницы или ПНИ назвать проживание невозможно. То есть сопровождаемое проживание – это в обществе. То есть это просто куда в Уфе, захотел, туда в Дёме, там, ну хоть где. Насчет занятости, да, Ленара Хакимовна, насчет занятости. Можно ли ее обеспечить? И вот какие есть истории, какие случаи, какие примеры есть? Клининг, дворники, кухонные работники, швеи, гончарные, сельскохозяйственные работники. Вот все, что угодно. Садовники, да. Работу подобрать можно? Работу подобрать можно однозначно. И надо сказать, что по отдельным компетенциям эти люди, они превзойдут любого здорового человека. То есть есть такие направления. То есть есть же, ну, как бы компенсация, да? То есть, Я уточню то, что хочет сказать Ленара Хакимовна. В зависимости от заболевания можно подобрать ту занятость, где особенности его развития будут только в пользу труда. Я не знаю, насколько это сравнение корректно, но вот Том Круз в «Человеке дождя», в фильме «Человек дождя» подобрал своему брату Дастину Хоффману специализацию. Они играли в казино, потому что Дастин Хоффман играл аутиста, который великолепно считывал все эти игровые комбинации. Руслан, но это все кино. Ну, давайте Людмилу Ивановну спросим. Давайте вернемся к реальной жизни. Людмила Ивановна, вы-то как считаете? Где будет дочка ваша хорошей жизни человека, да, комфортной и правильной. И есть труд, трудозанятость и трудоустройство в защищенных условиях. Вот это и есть защищенные условия, когда ребята у нас трудоустроены в интернате или на любой территории, как говорится, по периметру, здесь ему безопасно, защищенные условия. Есть социальная занятость, она не оплачивается, но он занимается полезным трудом, выполняет некие операции, изготавливает изделия, которые, в принципе, конкурентоспособные, могут продаваться, но, тем не менее, он получает это как социальная реабилитация, трудовая реабилитация. А есть сопровождаемое трудоустройство, когда человек находится на рабочем месте, в рабочем коллективе, неважно в какой сфере деятельности, в обычном коллективе, и у него там есть некая поддержка, некое сопровождение. То есть, когда у него возникают сложности на рабочем месте, и коллективу эти сложности могут не нравиться, или работа может остановиться, а это влияет на
доход целой компании, например, там, или организации, то вот это сопровождение должно быть аккуратно, подтягивать его под необходимые условия. Сопровождение, опека, помощь, наставничество это может быть и так далее. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Главная проблема взрослых людей с ментальными нарушениями – это их занятость. Как и любой человек, они хотят заниматься тем, к чему душа лежит. Как это происходит в реальности и кто им помогает, давайте посмотрим. На работу как на праздник. Сюда, в Центр содействия, приходят люди с ментальными нарушениями. Здесь они осваивают азы самых разных профессий. В гончарной мастерской учатся работать с глиной. Наставник отмечает старание и желание. Совсем скоро кто-то из воспитанников точно попробует сесть за гончарный круг и создать свое изделие. Буквально вот на днях самостоятельный опыт. Вот это изделие сделал он практически самостоятельно, но под моим надзором, конечно. Там. Навыки сортировки, стирки и глажки белья – то, что может пригодиться на работе в прачечной. У некоторых неплохо получается шить, а кто-то любит готовить и вполне сможет помогать на кухне. Мы сейчас кладем печень. А это общественный центр «Улей». Кроме трудовых мастерских, здесь активно развивают и творческие. Сейчас идет репетиция нового спектакля. Воспитанники с удовольствием примеряют на себя роли и с нетерпением ждут своего выхода на сцену. Не было бы его, я бы после дома сошел с ума. А так общение, круг друзей, знакомых. Мне стало скучно. Я ж вот это вот плачу от скуки дома, мысли всякие там не очень такие идут, поэтому моя мама решила мне помочь. Она решила меня отвезти в этот клуб, и мне, если честно, он очень радовал. В Улье театральная мастерская появилась благодаря гранту президента России. На эти деньги также здесь проводится танцевально-двигательная терапия и закуплено оборудование для велопоходов и сплавов. Для таких ребят особо нужно менять виды деятельности. Если они поработали в мастерской час, это здорово, это хорошее время. В следующий час они делают что-то другое. Потом, например, они обедают, отдохнули, позанимались, пообщались, потанцевали. Потом в следующий час еще что-то, еще что-то. У нас наши занятия построены вот в таком режиме. Как поменять отношение людей и общества вот к этим особенным людям? Вот мне кажется, оно как раз поменяется, когда такие люди будут повсеместно. И тема занятости, она на самом деле, вот, ну, это вселенная. То есть эта тема огромна, потому что предшествует тому, чтобы человек где-то работал, его образование, так ведь, да, то есть его нужно развивать. И я бы хотела сейчас обратиться через вашу программу к работодателям, которые, возможно, даже не догадываются о том, что вот такие, в принципе, прекрасные работники могли бы быть у них, а они опасаются, думают, что это, ну, как-то... Опасаются. Они опасаются, да. Того, что То есть, ну, как-то не что от них принято, ждать. непонятно, да, Конечно. совершенно верно. Хочу сказать, что мы хотим, по примеру Ленинградской области, создать так называемый мультицентр, да, социальной и трудовой интеграции, когда под конкретное рабочее место готовится конкретный человек. И мы его будем обучать, то есть мы сейчас подбираем место в одном из городов нашей республики, будет переоборудован бывший колледж, и там будет место для проживания, то есть со всей республики можно будет приезжать, получать эту компетенцию, вернуться в свой родной, условно, Нефтекамск, и там трудоустроиться. Но мы это место Какое-то дополнительное найдем. стимулирование для работодателя при приеме таких работников? Вот не нужно никакого стимулирования. Не нужно? Если тебе дают хорошего работника... Вы знаете, что сейчас самая большая какая проблема у работодателей? Знаете? Нет рабочих рук. У нас 60 тысяч вакансий в банке вакансий на сегодня официально, а на самом деле там порядка 200 тысяч по данным HeadHunter и Суперджоба. То есть не хватает рабочих. Все хотят завозить людей, там, мигрантов, либо освободившихся из мест лишения свободы. То есть думают, как занять эти ниши. А вот они эти люди есть. Почему мы этим потенциалом трудовым не хотим пользоваться? И не надо, чтобы опасались. Скажете на это. Можно заполнить? Я уже говорил, что на примере работы лечебно-трудовых мастерских нашей больницы и на примере того сюжета, который мы сегодня видели, и то, что я знаю о ПНИ, подобрать занятость для человека, обучить его, для человека с ментальным
ментальными нарушениями, с диагнозом, возможно, и это значительно повысит качество жизни данного человека, интегрирует его в общество и, знаете, просто сделает тут ведь надо мир еще добрее. этих тьютеров, специалистов по сопровождению еще обучить, чтобы вот как-то вот эта интеграция прошла более мягко. А здесь можем мы помочь. Так. Конечно же, хочется тоже обратиться через передачу к родителям, потому что вы говорите, с чего начать. Начать надо с детства. С детства. Вот убрали необучаемость, значит, обучайтесь. В детстве нужно обязательно найти то занятие любимое, может быть, побольше профориентационных каких-то моментов провести, дать попробовать все, пока ребенок. Ведь взрослые работодатели детей не боятся. Они могут дать какую-нибудь стажировку, мы можем провести экскурсию, мы можем побыть на предприятии, мы можем сделать интересную программу наставничества или чего-то. А если уж ребенку выбрал, этот ребенок какой-то вид деятельности, тогда надо затачивать в старших классах на этот вид деятельности. И закончить, например, подцепить конкретную профессию уже в обучении, в колледже. Резюмируя уже, наверное, наш сегодняшний разговор, да, у нас есть любимая фраза про свет в конце тоннеля. Это тоннель, безусловно. Вот тема, которую мы сегодня обсуждаем, и проблема – это тоннель. Ленара Хакимовна, в чем свет? Свет есть, мы все знаем, мы уверены, свет есть всегда. В чем свет в конце этого тоннеля? Честно говоря, свет в конце тоннеля заключается в том, что мы начали об этом говорить. Вначале было слово. Нужно начать говорить об этом, начать привлекать этих людей, этих детей на предприятия, в организации, начать побольше в школах, просветительских каких-то мероприятий. Выводить их из тени. Выводить их из тени, да, совершенно верно. И действительно, бояться-то абсолютно нечего. Здесь же нет агрессии совершенно. Тагир. Честно говоря, республика уже сделала первый шаг к тому, что мы движемся к этому свету. Видите, мы учим наших получателей социальных услуг в ПНИ. Мы проводим трудовую терапию в условиях стационара. У нас есть модель, где эти люди могут трудоустроиться. Да? Вот опыт же есть. Стоит сделать второй шаг. Я с чего начала? С того, что у меня вообще могло не быть ребенка, мне бы его просто забрали, и где-нибудь я уже не знала, что он. А сейчас у меня дочь, которая находится в спортивной школе, занимается лыжами, занимается плаванием, главная роль в театральной студии. То есть у нее настолько много возможностей для реализации ее же в детстве, что одна из этих направлений может вполне стать ее профессией. Как сказала моя мама, про которую я сегодня говорила, да если она умеет кататься на горных лыжах, а потом будет их выдавать в спортивном клубе, то это тоже может быть ее профессией. Понятно. Большое спасибо. Уважаемые гости, вам огромное спасибо, что вы поддержали эту тему. Она действительно не очень удобная и, возможно, кому-то не очень приятная, но она очень важна, и об этом надо говорить. Большое вам спасибо за конкретный, предметный и, главное, честный разговор. Спасибо. Тяжелая тема во всех отношениях мы сегодня обсуждали, но если честно говорить, да, то на самом деле эти люди, кроме своих близких и государства, и не нужны никому. Руслан, если честно говорить, то сегодня мы сделали хорошее дело. Мы об этом самое главное, что говорили о том, о чем вообще не принято говорить, обсуждать не принято. Да, об этом не принято говорить вслух, но только так можно как-то изменить отношение в обществе к этим людям, еще при нашей жизни. Ой, Руслан, ты совсем пессимистичен. Я все-таки надеюсь, что это все случится в ближайшее прям время. Ты помоложе будешь, у тебя запас по времени есть. Да. Честно говоря, зрелость любого общества и конкретного человека оценивается по его отношению к слабым и беззащитным, детям, инвалидам и старикам. И если кто-то на улице показывает пальцем на непохожего на остальных человека, громко его обсуждает или чем-то обижает, то эти ментальные нарушения у него самого, только совести и воспитания. Не по-божески это, а Бог, как известно, не фраер, и он все видит. Каждый человек дождя прежде всего человек, для кого-то родной. До свидания, берегите себя и своих близких, смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.